Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда, в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы, делимся полезной информацией. Вначале, по традиции, немного новостей. В пятницу, 23 сентября, автоинспекторы проверят сыктывкарских водителей. Госавтоинспекция обращает внимание всех автолюбителей об обязательном соблюдении требований правил дорожного движения и о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. ГИБДД призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию. Если вы стали свидетелем факта управления автомобилем нетрезвым водителем, сразу сообщайте информацию в дежурную часть полиции по телефону 02, либо по телефону дежурной части ГИБДД по Сыктывкару 28 18 00. Я думаю, что подобные телефоны вы можете в своих муниципалитетах тоже узнать. Но движемся дальше. Теперь к спорту. Сыктывкарский строитель, который находится на тренировочном сборе в Ульяновске, официально заявился для участия в Кубке России по хоккею с мячом. Это здорово. Об этом рассказал директор клуба, президент региональной федерации хоккея с мячом Константин Агафонов. Все необходимые документы переданы в офис Федерации хоккея с мячом России. Сегодня, 19 сентября, точнее вчера уже, первый матч Кубка страны строитель проведет завтра, 21-го. Соперник Кировская Родина. Такое у нас старинное дерби. Надеюсь, нашим повезет. Будем держать за них кулаки. В 2017 году исполняется 50 лет со дня подписания советско-болгарского соглашения о совместной заготовке леса на территории Ударского района Коми СССР. И поэтому с 21 по 23 сентября в Сыктывкаре и Ударском районе при поддержке Министерства национальной политики республики пройдут мероприятия, приуроченные к этой дате. В них примут участие делегации Республики Болгария. Завтра, к примеру, в Сыктывкаре в Доме дружбы народов состоится фестиваль творчества «Алеша». Начало в 14:00, вход свободный, поэтому, я думаю, будет интересно прийти и посмотреть. Вот такая информация по информации Управления Роспотребнадзора по Коми с 11 по 17 сентября. За медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось почти 8,5 тысяч человек, в том числе более 6 тысяч детей. Среди заболевших 74% это дети в возрасте до 14, около 26% взрослое население. Случаев гриппа пока не зарегистрировано. В Коми продолжается прививочная кампания. Напоминаем, по состоянию на 15 число привито почти 70 тысяч человек, из них 20 тысяч детей. В республику за счет средств федерального бюджета поступило 54 с лишним тысячи доз детской вакцины «Совигрипп», что составляет половину от запланированного количества поставки. Вакцина для взрослых поступила в объеме почти 240 тысяч доз. Поэтому, друзья, советуем вам все-таки в этом сезоне, точнее, рассмотреть такой вопрос, как прививка. Возможно, кого-то это спасет от осложнений, от таких заболеваний. Но мы, наконец-то, переходим к основной теме нашего эфира. Бывают ситуации в жизни, довольно сложные, ситуации, которые возникают, вот, казалось бы, из ничего, и вы должны помочь кому-то применить навыки первой медицинской помощи, оказать провести какие-то определенные действия, чтобы спасти человеческую жизнь, пока медики добираются до пострадавшего и, может быть, тем самым, как говорится, сделать доброе дело. Ну и, конечно, как делать, допустим, искусственное дыхание, например, или другие реанимационные действия, мы сегодня и узнаем с вами в прямом эфире. Наш телефон 46 90 60. В нашей студии сегодня представители территориального центра медицины катастроф Республики Коми. Это Михаил Сурин, главный врач, анестезиолог-ревматолог. Михаил, здравствуйте. Добрый день. И Александр Тищенко, фельдшер. Добрый день. Здравствуйте. Михаил, скажите, пожалуйста, как давно территориальный центр действует на территории, в нашем регионе? Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми получил свое юридическое обособление в 2014 году, 1 января 2014 года. До этого функции территориального центра медицины катастроф исполняло отделение санавиации при Коми республиканской больнице. Сейчас это полноценное юридическое лицо, которое имеет в своем составе головной офис в городе Сыктывкар, а также два филиала, это город Печор и город Ухта. А вот эти центры, они у нас в каждом регионе России или все-таки есть какие-то, допустим, крупные, которые на 2-3 региона работают? Далеко не во все регионы могут похвастать наличием таких территориальных центров медицины катастроф. Крупные можно выделить, конечно, ВЦМК «Защита», это головное наше учреждение, город Москва. Также два достаточно крупных центра, это город Екатеринбург и город Пермь. Но и мы, я думаю, что имеем полное основание гордиться своим центром, который сейчас уже динамически развивается и все дальше и дальше принимает на себя более расширенные функции по оказанию помощи, в частности, пациентам при ЧС, при крупных ДТП.
ну и занимаясь плановой работой санитарной авиации по Республике Коми. Александр, я знаю, что вы довольно активно, да, каждый день практически ваш центр, сотрудники работают. Сегодня у вас есть какие-то вылеты, выезды? Вы же используете все виды транспорта. Все виды транспорта и воздушные, да, то есть вездеходы, вплоть даже до речного транспорта. Сегодня, к примеру, у нас вылет в 18 вечера в Кировскую область, за пациентом, который должен быть транспортирован в Сыктывкар. То есть вы Центральную больницу. с помощью авиации, да, С помощью авиации, вертолет Ми-8. Сколько вообще выездов, вот если за год можно посчитать, прикидывали вы? Да, у нас примерно известно количество санитарных заданий, как мы их называем. Это 1600 санитарных заданий. Эвакуация пациентов сопоставима с этими цифрами. То есть очень большое количество. В день это 8-10 пациентов эвакуируются с помощью силы Центра медицины катастроф. То есть это и с использованием авиатехники, рейсовой авиатехники, так и с использованием чартерной вертолетной техники, автомобилей, реанимобилей класса С. То есть мы действительно распространяем свое влияние на всю территорию Республики Коми и за ее пределы. Александр, бывает такое, что вы на работу приходите, точнее, если прийти к вам в центр, а там никого нет, потому что все на выездах? Очень-очень часто, потому что вызовов очень много, транспортировка, то есть, и график у нас не нормирован. То есть мы можем улететь в 6, а прилететь только на следующий день. То есть все в зависимости от Самая длинная обстоятельств. транспортация сколько было у вас? Ну, больше суток. Больше это- суток, Больше да, суток, конечно. да? А теоретически сколько может продлиться? Ну, сколько надо, то есть, да, получается, вы будете вести? Санитарное задание будет продлеваться до того, пока пациент не окажется в том лечебном учреждении, ради которого все это затевалось. То есть мы готовы в ходе эвакуации обеспечивать и протезировать дыхательные функции, обеспечивать и вводить препараты, которые влияют на сердечно-сосудистую систему с помощью шприцов-дозаторов. Мы используем активно мониторинг, систему слежения за пациентом, то есть систему внутривенного введения растворов, препаратов. То есть длительность медицинской эвакуации, она зачастую лимитирована только с использованием техники. Да? То есть медработник сидит у нас всегда и присутствует всегда при любой эвакуации. Как правило, это врач-анестезиолог, реаниматолог и фельдшер, либо просто фельдшер, либо То есть просто два сопровождающих, да, получается? Да, как правило, мы стараемся направлять на тяжелые эвакуации, длительные эвакуации, как правило, врача и фельдшера, потому что врачебная бригада подразумевает наличие именно 2 человек, а лучше 3. Но мы ввиду того, что не всех специалистов можно задействовать на одно санзадание, как правило, у нас врач-анестезиолог, реаниматолог с фельдшером осуществляет медицинскую эвакуацию. Какой-то вот из, скажем так, крайних ваших эвакуаций, которая вас впечатлила, что-то можете рассказать? Ну, одна из них состоялась буквально недавно. В ней участвовал и я, как врач-анестезиолог-реаниматолог. Мы эвакуировали пациента с территории, заграничащей Усть-Куломского района и Каркировского района. Там есть заброшенная деревня. Мы добирались туда сначала на трале спас-отряда. Мы добирались около 3 часов, только везли вездеходную технику. Потом 4 часа добирались по бездорожью на вездеходной технике с форсированием реки. Значит, добрались до этого пациента, успешно его эвакуировали. Началось все это в 10 часов вечера, а закончилось в 6 часов вечера следующего дня. То есть практически Ого. сутки это все длилось, да. Но тем не менее пациент был успешно доставлен в Коми республиканскую больницу, где был верифицирован диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения». То есть вся эвакуация сопровождалась введением необходимых препаратов, поддержанием витальных функций этого человека. То есть вот такие санитарные задания у нас встречаются. Зимой у нас сотрудник фельдшер выезжал на такой же подобной технике еще в одну заброшенную деревню, которая принадлежала Пермскому краю, но ввиду доступности территории и маршрутизации и состояния дорог, только мы могли оказать эту помощь. И несмотря на то, что это сопредельная с нами территория, для нас это не противопоказание оказывать первую помощь, поэтому мы, естественно, выдвинулись и оказали успешно эту медицинскую помощь. Пациент был доставлен в городскую больницу Эжинского района. Александр, как удается вот на протяжении столь длительного времени, эвакуации, больше суток, держать себя в порядке, так скажем, как-то, вообще просто по-человечески говоря, соображать? Или вы как-то друг другу там удается немножечко, кто-то подежурит, да? То есть, может быть, какой-то график есть в таких вот длительных случаях? В длительных случаях после работы на скорой помощи, в принципе, мы работаем на скорой помощи сутками, как бы особых трудностей не возникает. Вот. То есть вы уже привычны? Привычно, да. Сколько лет вы отработали? Знаю, что вы много лет в скорой помощи На отработали. скорой отработал практически 14 лет, и сейчас в территориальном центре медицины катастроф 3 года уже. Какая разница вот в работе скорой и центра катастроф? Скорая помощь все-таки ограничена пределом, например, города, определенного района. То есть, вот. А центр медицины катастроф, у него граница, это вся республика Коми, отдаленные участки. Ну и непосредственно мы также транспортируем пациентов для оказания высококвалифицированной помощи в другие города. То есть везде, по сути, своя специфика, да, и везде Да, требуется да. наверняка все равно, да, приличная такая сила, чтобы это провести. Конечно.
Без этого. А вот если говорить для простых людей, понятно, что вы специалисты, у вас есть все оборудование в случае необходимых ситуаций. Простой человек или там, допустим, вот группа людей, которая захочет, например, обучиться каким-то приемам оказания первой помощи, можно обратиться ли к вам? Конечно, можно. В нашей организации есть подразделение, образовательное подразделение школы медицины катастроф, которое возглавляет заслуженный работник системы образования Российской Федерации с недавних пор. То есть мы готовы оказать всю методическую помощь всем людям, нуждающимся по долгу службы, либо нуждающимся работодатель направляет специалистов своих, да, он заинтересован в этом. То есть, конечно, мы готовы дать и 12-часовые, и более часовые, и 16-часовые программы у нас разработаны, 32 и так далее, да, в зависимости от специфики. То есть, конечно, мы готовы обучить всему с использованием самой современной следящей аппаратуры, самых современных тренажеров для оказания медицинской помощи, первой помощи. Действительно, наш центр позволяет это делать, и мы готовы будем принять любых желающих на своей базе для обучения. С точки зрения оборудования, вот наш центр медицины катастроф, как часто происходит обновление? Следите ли вы, может быть, за какими-то новинками вот в этой сфере? Ну, оборудование, следящее и протезирующие функции человека, в принципе, у нас достаточно современные. Они закуплены вследствие того, что ТЦМК отделялась буквально 3-5 лет назад. То есть это все достаточно современное, удобное в использовании, съемное. Потому что наша специфика, она такова, что наше оборудование должно быть, как правило, прочное, мобильное совершенно верно, и по возможности легкое. Потому что иногда мы выезжаем на санзадание, у нас 200 килограмм только оборудования. То есть это кислородные баллоны по 20 килограмм каждый, то есть 3-4 баллона мы с собой берем. И аппарат искусственной вентиляции легких, и мониторы. То есть, да, и регулярно мы обновляем свой технический состав. В частности, сейчас мы выходим на закупку гастроскопа с самыми современными возможностями остановки кровотечения желудочно-кишечного. То есть мы считаем, что этот гастроскоп будет один из лучших вообще в республике. То есть у нас врач-эндоскопист поедет в район не просто посмотреть на желудочно-кишечное кровотечение, но постараться его остановить без применения хирургических методов лечения. То есть мы и в этом направлении тоже активно развиваемся. Вообще штат сотрудников большой в нашем центре? На сегодняшний день штат сотрудников исчисляется 120 ставками, но следует отметить, что врачебный состав представлен в основном врачами-совместителями. Да? То есть, прежде всего, я хочу отметить, конечно же, анестезиологов-реаниматологов, которые выполняют львиную долю нашей работы. Ну и врачи других специальностей у нас есть. И ангиохирурги, и торакальные хирурги, и нейрохирурги. То есть все эти люди, которые могут быть задействованы в ликвидации чрезвычайных ситуаций, происшествий, социально значимых моментов, они все у нас присутствуют в режиме дежурства на дому. То есть мы в течение получаса можем найти специалиста и отправить его в любую точку нашей республики для оказания высокоспециализированной помощи в рамках той медицинской организации, где пациент оказался. Приходилось ли какие-то операции проводить по приезду на место эвакуации, допустим? Ну, потому что того требовала, может, ситуация. Да, конечно, ситуация, я люблю все рассказывать на примерах. Это был апрель месяц, Сударская ЦРБ, столь значимое происшествие, где было 45 пострадавших. Вылетали бригады 3 раза, наши в течение 3 дней вылетали. Значит, первый нейрохирург остался там оперировать девочку 5 лет. Была проведена операция, последующая эвакуация этого пациента на базу детской республиканской клинической больницы. То есть, да, зачастую наши специалисты прилетают не просто, чтобы забрать пациента и перевести в другую медицинскую организацию, а оказать помощь непосредственно в месте медицинской организации, потому что пациент может быть нетранспортабелен или транспортабелен с ухудшением состояния, поэтому хирурги, нейрохирурги оперируют иногда и в районах. Ну вот я знаю, что вы с собой принесли не 200 килограммов оборудования, конечно, поменьше, но тем не менее, друзья, в нашей студии сейчас как раз, не знаю, как это правильно назвать, тренажер или как у вас это определяется правильно, но тем не менее мы сейчас перейдем на другую площадку и попробуем некоторые реанимационные действия показать вам прямо в студии, в прямом эфире. Может быть, кому-то это понадобится в определенный момент. Ну, конечно, лучше, если этого не будет происходить. И все же, давайте перейдем, пожалуйста. У нас тут 3, назовем их так условно, 3 мужчин. Вот. И сейчас мы попытаемся провести какие-то действия. Что мы сначала попробуем сделать? Да, я объясню. Значит, у нас есть 3 тренажера, действительно, для оказания первой помощи. Первый тренажер, он для оказания базовой сердечно-легочной реанимации. То есть это как раз-таки для людей, которые, как правило, являются очевидцами, то есть не медицинскими работниками. То есть, когда мы были на ВДНХ выставке, да, многие говорили, ну зачем, ну это же так редко, это же так не актуально. Но мы говорим, нет, ребят, ну бывают ситуации, кто-то упал перед вами, потерял сознание, да, это может быть на улице, это может быть на пляжу, это может
может быть где угодно. ДТП, трассы, это встречается достаточно регулярно. Поэтому навыки оказания первой помощи, именно сердечно-легочной реанимации, должны владеть, ну, все люди, взрослые, это уж точно, все люди, ну, желательно. Поэтому сейчас Александр у нас продемонстрирует определенные навыки именно для широкого контингента населения, чтобы люди не боялись прежде всего. Потому что, конечно, это стресс. Если перед вами шел человек, будучи относительно здоров, и перед вами он упал и потерял сознание, находится в признаках клинической смерти, конечно, это стресс для любого человека, в том числе подготовленного, даже и для меня, и для Александра, я думаю, это будет прежде всего стресс. Поэтому не надо бояться, необходимо просто правильно сделать определенные мероприятия и дать шанс этому пациенту на восстановление и выздоровление в последующем. А вот как понять, что пора делать искусственное дыхание? Вот вы сказали признаки клинической смерти, да? Какие? Да, конечно. Сердечно-легочная реанимация оказывается когда? Когда есть признаки клинической смерти и нет признаков биологической смерти. Признаки клинической смерти оцениваются следующим образом. Первое, что мы оцениваем, сознание. То есть для оценки сознания проводится так называемый шейк-тест, то есть оклик на команду. То есть это, как правило, с голосовой командой. Как дела, как самочувствие? Он не отвечает. Да? Дальше мы проверяем пульс на центральных артериях, это на сонной артерии, и мы определяем наличие спонтанного дыхания самостоятельно. То есть что-то, какое-то дыхание должно присутствовать. Если пациент находится в клинической смерти, нет ни пульса, ни дыхания, ни Понятно, сознания. То есть понятно. это говорит нам о том, что только что произошла клиническая смерть, и мы незамедлительно должны начать наши реанимационные мероприятия. Реанимационные мероприятия у взрослых по стандартам европейским 2015 года начинаются с компрессии грудной клетки. Как ее делают? Первоначально важно человека держать на горизонтальной твердой поверхности. То есть если это делать на кровати вот в палатах хирургических, да, где вот эти кушетки прыгают, то эффективности реанимационных мероприятий не будет. Поэтому мы всегда пациента, ну если это в больнице, спускаем на пол, если это на улице, укладываем на твердую ровную поверхность, освобождаем грудную клетку для оказания качественной компрессии, кладем руки на середину грудины, кому как удобно. И тут нет единых стандартов, кто-то накладывает так руки, кто-то укладывает так руки. Я говорю всегда студентам, с которыми я занимаюсь, с ребятами, с которыми я занимаюсь, я говорю, вам прежде всего должно быть удобно, потому что реанимационные мероприятия могут продолжаться до получаса. То есть до получаса можно пытаться человека привести в сознание. Да, либо до признаков появления биологической смерти, либо в течение получаса, либо до приезда специализированной скорой помощи. Скорая помощь в городе у нас прибывает в течение 20 минут в 99% случаев. Поэтому компрессии необходимо оказывать достаточно серьезные. Один человек, как правило, не справится. То есть всегда нужно позвать кого-то на помощь. Потому что полчаса тратить на компрессии и на дыхание, мы через 3 минуты получим ни то, ни другое. Поэтому Еще одного пострадавшего. совершенно верно. Поэтому реанимационные мероприятия всегда оказываются вдвоем или даже больше. Но сейчас мы запустим специальный график, и чтобы всем было наглядно понятно, как качественно у нас Александр делает сердечно-легочную реанимацию. То есть делается в режиме 100-120 компрессий в минуту на глубину 5-6 сантиметров, 30 компрессий. После 30 компрессий делается 2 вдоха. То есть, видите, достаточно глубокая амплитуда движения. Это прилично. После этого делается 2 вдоха. Ну, видно даже экскурсию в грудную клетку, как качественно происходит. Да. Александр, видно, что 14 есть лет человек, скорой помощи. опыт есть. Да. Подобные мероприятия продолжаются около 2 минут, после чего оценивается наличие самостоятельного ритма. То есть, возможно, уже все хорошо. И мы только должны поддерживать его функции, то есть повернуть на бок противошоковое положение, либо стабильное противошоковое положение, либо ждать продолжения, что будет дальше. Так, значит, 2 вдоха, 30 компрессий. 30 компрессий, 2 вдоха. 30 компрессий, 2 вдоха. Оценка ритма. А он может быть, а может быть не быть. Если не быть, мы продолжаем. Если он есть, то мы останавливаемся и просто наблюдаем. И если у нас пациент появилось сознание, либо самостоятельная сердечная деятельность, мы его поворачиваем в противошоковое стабильное боковое положение. Это... А вот язык же еще, говорят, может запасть. Да, вот это как раз и профилактика западения языка. Совершенно верно. То есть во время реанимационных мероприятий Александр все правильно делал, он выводил нижнюю челюсть, тем самым профилактируя западение языка в дыхательном пути. И анатомия верхнего дыхательного пути она построена таким образом, что только в таком положении возможен адекватный вдох пациенту, реаниматорам в данной ситуации. Так, можно попробовать? Конечно, да? мы можем вас даже оценить, как у вас будет качественно это получаться. Давайте попробуем. Может быть, придется поменять работу. А я вам буду говорить, соответственно, насколько качественно вы делаете, исходя из графических изображений. Так, сначала... Нет, сначала оценка сознания. Так, сначала оценка сознания. То есть мы проверяем. Как вас зовут? Как вас зовут? Вы меня слышите? Как вас зовут, молодой человек? Он ничего не говорит. А, не зовут тебя никак. Он ничего не говорит. Дальше мы оцениваем наличие ритма. пульс. Только двумя пальцами с одной стороны оцениваем наличие ритма. Ритма здесь нет. Ритма нет. Да. Теперь Дыхание. Дыхание. Послушайте дыхание. можно, кстати,
А можно, кстати, экранчик мобильного телефона поставить, Нет, чтобы запотело? это считается, что кино. все-таки это в кино. Это кино, Это все. кино. То есть надо просто прислушаться. Ну, на самом деле, отсутствие пульса на сонной артерии уже показание к началу реанимационных мероприятий, поэтому дыхание может даже 3 То есть мы минуты. освобождаем грудную клетку. Совершенно верно. 30. 30 компрессий. Так. Руки вам нужно держать прямо. Рука на руку, руки прямо. Сами больше над телом. Вот. Мгм. И И начинаем. поехали, да? Да. Да, между прочим, занятие-то Не из легких. Не из легких. Совершенно верно. Ну, Северин сейчас у нас делает со скоростью Так. 130-140 раз в минуту. Немножко волнуется, немножко поэтому чистит. Но дыхание получается очень хорошо. Продолжаем. снова. И снова. И где же скорая помощь? И как раз приезжает скорая помощь, и мы Всё. сейчас перейдем к скорой помощи. Все, отлично. Приехали. Да, замечательно. На самом деле неплохие у вас результаты. Мы можем сделать потом анализ. Да? Ну, для анализа необходимо большее количество компрессий. Но это для того, чтобы ученики видели, Да, 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 конечно, его Получается, ошибки. Но у вас вот один раз у вас руки сместились немножко влево. Ну, на самом деле 90%, что у вас успешное реанимационное мероприятие, по крайней мере, вот на данный момент. Ну, слава богу, хотя бы манекен спас. Так, переходим. Тут, я смотрю, уже такая более серьезная аппаратура. Да, действительно, эта аппаратура, она именно для обучения специалистов. То есть это врачи-реаниматологи, это скорая помощь, это любые врачи. Этот тренажер очень, мы считаем, уникальный. Он умеет даже немножко разговаривать. Да. То есть вот таким образом, да. Он может изображать различные клинические ситуации, может дышать вот таким образом. То есть это нужно для того, чтобы мы сами оценили, что с ним происходит, специалисты оценили, что с ним происходит. Ну, мы запустим классически такую ситуацию, острый инфаркт миокарда. То есть мы даже можем специальную программу запустить. Сейчас, секундочку, мы это сделаем. Это очень удобно для учеников даже, да? То есть Конечно, они конечно. к этим звукам просто психологически привыкают, потому что когда на реальный вызов приедешь, наверное, Ну, немножко люди теряются, Сам в особенно шоке, поначалу, да. конечно. Поначалу люди теряются, что происходит, он просто стонет, кричит и толком ничего больше не говорит, да. То есть он жалуется на боли в груди, показывает, да, даже не говорит, просто показывает. Вот. Значит, что делает скорая помощь в этой ситуации и Центр медицины катастроф? Центр медицины катастроф и скорая помощь прежде всего используют систему мониторинга. То есть вот мы уже подключили пациента к мониторингу, да. Так, что делаем? Мы можем включить его. Значит, секундочку, мы можем запустить. Значит, вот то, что видит инструктор при той ситуации, когда эти пациента подключили. Да? То есть мы видим, специалисты видят, что это ЭКГ, плохая ЭКГ. Почему? Потому что там явно идет подъем сегмента СТ, то есть это говорит о том, что у пациента идет инфаркт. Пока мы с ними разбирались, допустим, произошли какие-то динамические изменения, в частности такие. Смотрим, что меняется. Мы видим Нарушение изменение ритма, ЭКГ. что, да. Совершенно верно. Это нарушение ритма по типу фибрилляции желудочков. Это не что иное, как клиническая смерть. И тут от нашей службы как можно быстрее необходимо провести непрямой массаж сердца с дефибрилляцией. То есть это тот самый, что вот показывают в кино обычно. да? Это вот то самое, что показывают в кино. Действительно, набирайте заряд, Александр. Да, нужно... Внимание, сематоти, разряд. Да, производится дефибрилляция. В это же время я продолжаю компрессии. Александр у нас готовится для интубирования дыхательных путей. То есть мы будем пациента переводить на искусственную вентиляцию легких, чтобы не дышать рот в рот. То есть для этого используется специальная аппаратура. А вот тот самый разряд, когда это он же прошел уже? да? Он уже прошел, но Уже не факт, что он восстановил сердечную деятельность. Просто обычно же показывают в кино, опять Ну, же, оно там, сразу обычно, да. как то есть там этот разрешительное. человек аж подбрасывает, конечно. Ну, да, то есть я специально завожу специальную трубку интубационную. То есть я завожу интубационную трубку. И после этого мне дышать уже не обязательно, я буду использовать мешок амбу. То есть я подключил, видите, экскурсию грудной клетки. То есть я сделал 2 вдоха и перехожу дальше на компрессии. Делаю 30 компрессий. В это время Александр набирает заряд и будем смотреть, что произошло с ритмом. Я сделал компрессии, Александр смотрит на ритм. Сематоти, разряд. Так, смотрим, убираем датчики, смотрим, что произошло. То есть, Стабилизировался сердечный ритм, да? Ну да, явно видите, что ЭКГ стал совершенно другой, стал похоже на нормальную. То есть мы продолжаем делать искусственное дыхание, потому что, как правило, он, скорее всего, у нас не дышит. Вот, но, тем не менее, пульс у нас появился. После этого мы пациента готовим к эвакуации, мы обеспечиваем венозный доступ, ставим венозный катетер.
вводим препараты, которые стабилизируют его состояние, и в таком состоянии везем в отделение реанимации, многопрофильный последующим стационар. уже лечением. Да. И там уже будем разбираться, что с ним произошло. Инфаркт, это инсульт или еще другие нарушения. А прикладываются именно вот таким образом, да, от аппарата? Да, как правило, дефибрилляторы, они все однотипные. Там даже указано sternum apex, что на латыни означает грудиная верхушка. Как правило, они изображаются, проекция тех точек, куда прикладываются. То есть, как правило, это подключичная область правая и верхушка, то есть под левым соском, точка приложения дефибриллятора второй ложки. Ну что ж, это хорошо, что у наших медиков есть такая аппаратура. Но вот еще одна такая ситуация, может быть, нечастая, но вот когда человек давится, да, вот что делать? У нас есть еще третий товарищ, который готов Тоже нам пострадал. помочь в демонстрации. Так, вернись лицом сюда. Значит, ситуация действительно достаточно бывает регулярно. То есть у вас идет застолье активное, да, вы все кушаете, и кто-то из ваших близких, не дай бог, подавился, ну, в простонародье, да, а мы говорим, появилась аспирация верхних дыхательных путей, то есть инородное тело попало в трахею, и что может вызвать закрытие просвета дыхательных путей, соответственно, механическую асфиксию, то есть условное повешение без повешения. Вот. Что делают у нас люди в обычном состоянии? Ну, я думаю, что всем известно похлопать, да, по спине, тем самым инородное тело будет все глубже и глубже Этого оседать делать в нельзя. дыхательных путях. Ни в коем случае этого делать нельзя. Следующее, то, чему нас обучали раньше, значит, давай-ка его подними, да, вот как это часто делают, подними, вот так вот его и сделай, вот такое движение. Но я хочу сказать, что когда была выставка в ВДНХ, мы специально давали всем попробовать. Ну вот Александр у нас здоровый парень, да, а есть девушки, которые там, ну или ребята, которые не могут поднять 120 килограмм живого веса, поэтому эта система не работает. Поэтому, Александр, вот продемонстрируйте, как правильно это сделать в реальной ситуации. Лучше опять же уложить на То есть твердую пациент укладывается на твердую поверхность и резким движением делается следующее движение. То есть на Снаряд область, вылетел, да, в общем, на область эпигастрия, верхнего отдела живота, создается резко повышенное давление, что способствует перераспределению давления в плевральную полость и эвакуации инородного тела. То есть вот здесь главное тоже, опять же, правильно положить руки. Да, совершенно верно. Попробуйте. Я думаю, у вас тоже должно получиться с первого раза. Так, тут главное этот на мечевидный отросток не попасть, да? Или как он? Да, потому что он может Переставляем сломаться. Вот видите, как О, все просто. задышал, я даже почувствовал его дыхание. Ну что ж, очень здорово, что у вас есть такое оборудование, и очень здорово, что вы всегда готовы вылететь на помощь. Дай Бог, чтобы всегда, когда вы вылетали к пациенту, чтобы всегда эвакуация проходила успешно. Пусть их, может быть, будет меньше, но и жизни спасенных больше. Спасибо вам большое. Желаю удачи вам в вашей работе. Друзья, с нами были сегодня представители Центра медицины катастроф Республики Коми, так что с этой стороны мы, можно сказать, тоже в какой-то степени прикрыты, если что-то случится. Но давайте все-таки будем внимательны к себе, к своим близким и к людям на улице. И в случае чего, может быть, какие-то из тех приемов, что мы показали, вам пригодятся. Мы с вами не прощаемся, увидимся после короткой рекламы, выпуска новостей. У нас будет еще один гость, так что оставайтесь с нами. Итак, мы снова в прямом эфире, это «Рабочий полдень». Наш телефон 46 90 60. Возможно, у вас появятся вопросы к нашему гостю, но прежде, друзья, немного музыки. Ну-ка, солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай, чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары, ни холода, закаляйся, как сталь. Физкультура, физкультура, ура, ура, будь готов, когда настанет час бить врагов. От всех границ ты их отбивай, левый край, правый край, не зевай. Друзья, Андрей Нутрихин сегодня в нашей студии, мастер спорта международного класса, главный тренер молодежной сборной Коми по лыжным гонкам и автор-исполнитель. Андрей, добрый день. Добрый день. Я знаю, что, в общем-то, причин твоего визита не случайно. В ближайшее время планируется череда концертов. Вот расскажи об этом событии, как это все зарождалось и где можно будет тебя увидеть, где можно будет людям пообщаться.
Правильно вы спросили, как это все родилось. Казалось бы, вот спортсмен, да, с гитарой, ну, может быть, но чтобы концерт, вот я тоже даже совершенно удивлен, а начиналось все это с мероприятия «Олимпийский урок», который у нас существует и по сей день, то есть в школы меня приглашали. То есть регулярно проводится, да? Да, регулярно Ну, проводится. не только тебя приглашают, наверное, других Да, тоже. и других спортсменов, но я, как обычно, с гитарой, и так получалось, что в конце этого мероприятия все время я пел финальную песню, какую-нибудь известную, которую все знают, например, Олег Митяев, да, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, вот. И так получилось, что один урок одну песню, второй урок две песни, третий урок три песни, и так и 10, и 15. И глава одного района предложил, а почему бы не сделать концерт? И вот сейчас мы стараемся реализовать задумку эту. Мне, конечно, это очень приятно, и то, что я буду выступать уже как артист, да, и я так думаю, что я порадую слушателей. А вот что чаще всего, кстати, спрашивают на уроках? Что детей больше всего интересует на этих олимпийских уроках? Вы знаете, как ни странно, вот, может быть, и руководство думает о том, что я там рассказываю о том, как зародилось олимпийское движение, да, но на самом деле, конечно, я построил беседу немножко по-другому. Беседа называется, во-первых, «Путь спортсмена», да, то, как спортсмен, начиная заниматься спортом и доходит до участия в масштабных всемирных состязаниях спортивных, то есть до Олимпийских игр. Ну и вскользь, конечно, упоминаем вот историю олимпизма. Пьера де Кубертена и так далее, все имена. То есть, потому что сами понимаете, что особенно начальные классы и средние классы, наверное, это не воспримут. Приносим разный материал, тот, который можно показать. Награды Олимпийский свои, факел, наверное. да, олимпийский факел, медали, там, допустим, номера с международных соревнований, лыжные номера, те же самые лыжи, крепления, как они модернизировались с течением времени. В общем-то, интересные беседы проходят. Ну, у тебя творчество — это фактически уже почти вторая, если не профессия, то, наверное, самое главное хобби. Когда ты взял Совершенно гитару-то в руки? Это было в Нагано, когда ты участвовал в Олимпийских играх, или раньше? Нет, тогда я уже умел, да, играть. Но, честно говоря, гитара со мной всю жизнь, и я на сбор ее всегда возил, когда тренировался. И вот так получилось, что, наверное, если песни есть, они вот у меня, да, на душе, то нужно их кому-то показать. Есть и авторские песни, есть те песни, которые мне просто нравится петь, известные. И самое главное, чтобы те слушатели получали хорошее настроение, хороший заряд энергии и потом занимались спортом. А вот, кстати, когда ты выезжал на соревнования, гитару брал с собой, она помогала как-то, может быть, психологическую нагрузку снять, вот музыка просто? Было А такое? это ведь всегда, песня ведь лечит. Есть много исследований психологических, когда, ну, например, ситуацию рассмотрите, вот на работе, там, значит, человек, скандал какой-то, еще что-то не удалось, там, и так далее. Вечером иду я в клуб на хор, в хоре еще занимаюсь, да, и после того, как я выйду из клуба, после репетиции, все как будто рукой снимает. Ну, То есть хоровое пение песня- вообще, говорят, помогает. Да. Песня лечит. Вот в чем самая фишка любительского занятия, скажем так. Этим. Коль уж скоро мы заговорили про хор, это хор Горенко, да, насколько я знаю, в Ильгородске, по-моему, да? Да, хор Горенко, поселка Птицефабрика. Птицефабрика. У тебя уже с ними связывают такие тесные отношения творческие, и тоже планируется совместное выступление, я так понимаю. Да, совместное выступление в конце октября, 26 октября в РДК поселка Вильгард. А вот другие концерты, когда, где будут проходить? Известны ли уже даты? Значит, 24 сентября, вот на этой неделе, это уже поселок Подзь. На следующей неделе будет Визинга, дата еще немножко не скорректирована. Думаю, это будет пятница, суббота или воскресенье. Далее, еще в составе группы «Регион-11» у меня планы есть на конец октября. Вот 26 октября это хор Горенко, что мне очень приятно петь с хором. И, в общем-то, дальше посмотрим по сольным выступлениям, как пойдет. Потому что уже в ноябре начнется лыжный сезон, и мне будет некогда уже Это этим понятно, заниматься. да, уже можно будет тебя увидеть только На лыжне, да. на лыжне. Без гитары, потому что зимой с гитарой, в общем-то, погода не позволит. Как будут построены концерты? Это будет какой-то такой несколько, может быть, импровизация, или наоборот, какая-то программа уже будет готова, известно, что зачем пойдет, о чем будет, может быть, беседа даже какая-то? Ну, программа, конечно, продумана, и даже я скажу, что несколько обкатана, значит, в несколько блоков состоит. Первый, это, конечно, спортивный блок. Вспомним Владимира Семеновича Высоцкого, его спортивные песни. Вспомним Эдуарда Хиля с песней «Да разве сердце позабудет», да. Вспомним команду молодости нашей.
Второй блок – это авторские песни мои и написанные на стихи авторов Республики Коми. У тебя, я знаю, немало своих песен, даже альбом уже есть. Да, есть. Третий блок – это мое излюбленное, в общем-то, это из ВИА 70-х песни, которые идут всегда на ура, которые сидят у нас в душе, в сердцах, которые звучат сквозь пространство и время. Ну и четвертый для молодежи я подготовил из русского рока. Споем Сплин, Цой, Кинчев и так далее, что-нибудь из этого. Ну и в финале, значит, я так думаю, какую-нибудь финальную песню типа Олега Митяева, да? Такая программа. На твоих вот выступлениях молодежи много бывает. Мне кажется, им интересно, наверное, послушать все-таки человека, который в стольких соревнованиях принял участие. И, помимо того, что спортсмен, еще и автор-исполнитель. Есть интерес у молодежи? Конечно, есть. Человек, который поет песни, ну, и пускай будут они не мои, известные какие-нибудь такие в народной, может быть, манере, да, и тут же начинает петь рок-н-ролл, конечно же, это контраст такой, молодежь проявляет интерес, что, ой, он даже и это умеет. Ну, я так думаю, что музыканты поймут, что, что это возможно, да. Ну, а вот молодежь вот таким вот образом реагирует. А вот, к слову, есть ли среди наших лыжников, спортсменов наших республиканских, ребята, которые играют на каких-то инструментах? Или они пока что молодые, пока что вот у них все только на спорт, на лыжню, заряжены на победу? Или есть увлечения у них такие музыкальные? Конечно, в первую очередь заряжено все на победу, да, на тренировочный процесс и так далее. Но есть те, которые учились в музыкальной школе. Например, Алексей Виценко, который у нас в составе сборной России сейчас, он баянист. И я ему всегда говорю: Леша, не бросай баян, ты будешь первый парень на деревне. Но он пока что, его творческий потенциал велик, но пока что это в таком состоянии затихшим, будем так говорить. Он настроен на попадание на Олимпиаду. Ну дай бог, чтобы поехал на Олимпиаду с баяном, и там уже порвал не только всех, но и баян еще. Ну что, в заключение нашего эфира хотим еще одну песню от тебя услышать. Что это будет за композиция? Песенка называется «Север». Отлично. В общем-то, про наш край. Север слепил нас из чистого снега, белых снежинок и снежных комков, воды родниковой и синего неба, запаха хвои и дыма костров. Север слепил нас из будней суровых, трескучих морозов, колючих ветров, лапок еловых, глубоких сугробов, валенок теплых, оленьих мехов. И пусть порой бушуют вьюги, не уповай на небеса, ты знай, согреют стужу января друзей горячие сердца. Друзей горячие сердца. Север вдохнул напоследок нам силы, суровость в лице, доброту и покой. Подумав, он горсточку нежности кинул, чтоб разные песни мы пели с тобой. И пусть порой бушуют вьюги, не уповай на небеса, ты знай, согреют стужу января друзей горячие сердца. Друзей
сердца. Спасибо большое, друзья. Спасибо. Всем тоже хорошего настроения, отличной музыки и верных друзей. До свидания.